Какой юнец не мечтал стать космонавтом? Как жители Стерлитамака чуть с вилами не пошли на инопланетян и как студенты УГАТУ запустили свой спутник на орбиту. Все это и не только расскажем сегодня в выпуске, посвященному 60-летию со дня первого полета человека в космос, и обсудим, как связана Башкирия с космическим пространством. Это Батыр-шоу, как говорится, поехали! Безусловно, мы начнем с Юрия Гагарина. Хоть он сам в медовой столице не бывал, в его честь названы аж две улицы. Одна в Сипайлово, другая в Новых Черкасах. Вот таксисты матерятся, наверное, когда приезжают не на тот адрес. В том же легендарном 1961-м в его честь назвали кинотеатр. Правда, до наших дней он не дожил. С 1998 года помещение стали использовать как ночной клуб. И тут профессия космонавт заиграла совсем другими красками. На территории авиационного университета установлен бюст Гагарину, а граффитисты из Уфы нанесли его портрет на один из жилых домов. Масштаб 7 на 9 метров. Получилось весьма красиво. Башкирский мед в космосе? Да легко. Оказывается, в нашем меде были найдены все вещества, полезные для организма человека, находящегося длительное время в космосе. Продукт по 9-бальной шкале заслужил самую высшую оценку. Аромат и вкус душистого башкирского меда особенно понравился космонавтам, работающим на орбитальной станции, и было решено включить наш национальный продукт в рацион питания космонавтов. Сегодня башкирский мед поставляется на Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов, где готовят специальное питание для космонавтов. Там есть отдельный цех, где фасуют наш башкирский родной мед. Хоть сам Юрий Алексеевич в Уфе не бывал, но активно гостил его коллега господин Комаров. Приезжал он в гости к родственникам и к своей возлюбленной Валентине. Времени он зря не терял, а общался с пионерами, рабочими, нефтяниками. После смерти в его честь назвали Дом детского творчества, в котором Владимир Михайлович выступал перед школьниками. Ну а сейчас шок-контент, не менее. 9 лет назад ученые БашГУ пришли к выводу, что территорию, которую ныне занимает республика, 50 миллионов лет назад посещали инопланетяне. Российско-китайская экспедиция обнаружила загадочную плиту. На плите было нанесено трехмерное изображение местности и гидротехнических сооружений неизвестной древней цивилизации. Это условная карта части Башкирии, утверждают они. Ее могли сделать снимком и только силой извне, резюмирует научное сообщество. Всем известно, что башкирская земля полна талантами, и среди нас тоже есть космонавт. Вот, например, Урал Султанов, уроженец Альшеевского района, военный летчик, космонавт-испытатель. С 1988 года он готовился стать вторым пилотом дублирующего экипажа «Бурана». И в том же 1988 году он готовился к пилотированию МиГ-25 и был дублером самого Магомеда Талбаева. Он налетал более 4000 часов и установил 10 мировых авиационных рекордов. Ну а в 1990-х годах в 20 километрах от Стерлитамака упал метеорит. В 23 часа 25 минут механизатор Борис Крылов с женой и дочерью вышли из сарая и двинулись к дому. Внезапно все вокруг осветилось, и было такое впечатление, что кто-то включил лампы дневного света, вспоминают они. Удар был мощнейшим, его почувствовали в ближайших деревнях и селах. Местные не знали, что и думать. То ли инопланетяне, то ли завод взорвался. Как выяснилось позже, метеорит Стерлитамак при падении образовал кратер диаметром 10 метров. И только год спустя на глубине 12 метров был найден самый крупный обломок весом 315 килограмм. Ну и завершим наш выпуск дерзкими парнями из авиационного университета. Они в 2009 году запустили свой спутник с космодрома Байконур. Предполагалось, что с помощью спутника УГАТУ-САД наши студенты смогут проводить мониторинг окружающей среды, анализировать параметры добычи полезных ископаемых, отслеживать лесные пожары, наблюдать за речными паводками. Весной, я думаю, это пригодилось бы. Однако меньше чем через год, уже в 2010 году, в феврале месяце, спутник на связь больше не вышел. Попытка засчитана, и надеемся на успех наших инженеров в будущем. На этом интересные факты связи Башкирии с космосом не завершены. Если вам понравилось, то пишите об этом в комментариях, я подготовлю вторую часть. Спасибо вам за внимание, это Батыр-шоу, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик.